Всем здравствуйте! Сегодня мы будем проходить урок именно соединителей предложений. Бывают они разного вида, они могут выполнить разные функции, разные значения, но все они соединяют предложения с другими предложениями. Давайте начнем с «са-се». «Са-се» – это у нас, можно сказать, «если» в русском языке, то есть она добавляется к глаголу. Например, «кар» – это у нас снег, «жау» – это у нас идти, да, о снеге идет речь. Получается «кар жау» – это значит идти о снеге, да, снег идет. То есть идти о снеге. И здесь мы убираем с «жау» один «у» и добавляем туда «са» или «се», в зависимости там открытый слог или закрытый. То есть там гласные открытые или закрытые. Здесь в данном случае «а» это у нас открытые гласные, поэтому мы добавляем «са». «Кар жауса». «Кар жауса» это значит «если идет снег». Если идет снег. Также в казахском языке есть слово, которое можно перевести как «если», то есть «егер». Можно его добавлять, можно не добавлять. То есть «егер кар жауса» это значит «если снег идет». «Кар жауса пешті қосамын». Значит, если пойдет снег, я включу печь. Қосу у нас печь. Қосу у нас включить, печь это у нас печь, то есть включить печь. Также второе соединяющее предложение соединителя это «са» плюс «да», «се» плюс «де». То есть она значит «даже если». Например, «қар жауса да пешті қоспаймын». Это значит «даже если пойдет снег, я не включу печь». «Қар жауса да пешті қоспаймын». То есть жауса да, «са» и плюс «да» это у нас значение как «даже если». Следующее уже немножко другое будет иметь значение будет другим. Это у нас «ғанда», «генде», «қанда», «кенде». «Ғанда» добавляется, «ғанда» и «қанда» добавляется к открытым слогам, где открытые гласные. «Генде» и «кенде» наоборот к закрытым гласным, которые в закрытом слоге, да? То есть также «х» она используется, если глагол заканчивается на глухие согласные, то мы добавляем «қанда». Если она заканчивается на неглухие согласные, то будет «ғанда». Также и с «кенде» и «генде». «Кенде» это когда у нас слово заканчивается с глухой согласной. «Генде» это когда у нас заканчивается последнее слово, последняя буква на неглухой согласной. И получается, она дает значение «когда». То есть, когда, допустим, идет снег, мы играемся на улице, да? Играем на улице. То есть, здесь, например, «қар» – снег, да? «Қар жауғанда» будет. «Жауғанда». Почему «ғанда»? Потому что «жау» у нас там «а», это у нас открытая гласная, поэтому «ғанда», «ған» будет открыт. Или «ған» можно, «ғанда» можно выбрать, или «қанда». В данном случае мы выбираем «ғанда». Почему? Потому что она заканчивается на «у», а «у» у нас не глухое. Получается «ғанда». А если бы она была глухим, то мы бы добавили «қанда». Поэтому мы добавляем «ғанда». «Қар жауғанда» далада ойнаймыз. Когда идет снег, мы играем на улице. Дала это улица, далада на улице. Ойнаймыз это ойнау, играть. Ойнаймыз, мыз это мы играем, да? Вот. Та же самая грамматика, прям почти одинаковая. Есть также другая, как бы, аналог этой грамматики. Это у нас не «ғанда», а «ған» плюс «кезде». Или «ген» плюс «кезде». Или «қан» плюс «кезде». Или «кен» плюс «кезде». То есть просто добавляем «кезде». «Кез» это время, да? То есть «кезде» это в это время. То есть на русский можно перевести как «когда». Например, «қар жауған кезде аспан аппақ болады». «Қар жауған кезде аспан аппақ болады». Қар, то есть снег. Когда идет снег,
Аспан — это небо, аппак — очень белое, да? И болады — становится. То есть, когда идет снег, небо становится очень белым. Вот. Қар жауған кезде аспан аппақ болады. То есть здесь функция ған кезде — это у нас когда. Это у нас получается, мы третью, да, пришли на данном моменте соединитель. Четвертое у нас ган плюс сон. Или ген, кан, кен. Вот то, что мы до этого проходили, ган, ген, кан, кен, да, мы к нему добавляем просто сон. Или же, ну, то есть давайте сперва вот с этого начнем. Ган или ген или кан или кен сон. Это у нас после того, как, в русском языке тоже говорят, после того, как я вот это сделал, я вот это сделал, да? И, например, қар жауған сон. После того, как пошел снег, қарды күреу керек. Қарды — это снег, что снег, күреу, чистить, да? И керек, нужно чистить снег после того, как пошел снег. Вот, қар жауған соң, қарды күреу керек. Есть тоже аналогичная версия также в этой грамматике. Вместо ган соң, или кен соң, или қан соң, или ген соң идет ган нан кейін, или геннен кейін, или қаннан кейін, или кеннен кейін. То есть там добавляется нан или нен, в зависимости от там с предыдущим слоге гласные, открытая гласная или закрытая. То есть нан или нен добавляем. После плюс добавляем предлог кейін. Кейін тоже означает после. То есть, например, қар жауғаннан кейін қардан аққала жасаймыз. После того, как пошел снег, қардан из снега, аққала, снеговик, жасаймыз, мы будем делать. Мы будем делать снеговик из снега после того, как пошел снег. То есть после того, как уже снег выпало, да? Такс. Вот. Это у нас четвертое сейчас соединитель был. Пятое у нас после глагола добавляем май, мей, бай, бей, пай, пей. В зависимости от того, то есть на какую согласную заканчивается последняя буква и какой последний слог, там открытая гласная или закрытая. Анализируя это, мы уже будем выбирать, какой именно выбрать. Здесь будет таблица, где будет описано, после каких гласных или там последних букв будет соответствующее окончание. Вот. Май турап, или вместо турап можно добавить жатып. Что-то турап или что-то жатып. Например, так, қар жаумай жатып, футбол ойнайық. Қар жаумай жатып, футбол ойнайық. Перед тем, то есть вот эта грамматика имеет значение перед тем. Не после того, а наоборот, да? То есть перед тем, как қар жаумай жатып, футбол ойнайық. Перед тем, как снег выпадет, давайте сыграем в футбол. Футбол. Ойнайық. Йық — это давайте. Давайте что-то сделаем, да? Ойнайық. Футбол ойнайық. Вот. И эта грамматика означает перед тем, как. То же самое значение может иметь также похожая аналогичная версия. Это, как всегда, ган добавляем, или ген, или кан, или кен. И к нему добавляем гаге, каке. То есть ганга, генге, канга, кенге. И также добавляем предлог дейін. Дейін означает, у него значение перед. То есть қар жауғанға дейін футбол ойнаймыз. Перед тем, как выпадет снег, сыграем в футбол. Вот. Дальше у нас идет, получается, прошедшее время глагола. И добавляем к нему да, де, та, те. И это будет означать после того, то есть я вот это сделаю, потом вот это сделаю, потом вот это. То есть вот это да, де, та, те, они будут помогать именно создавать вот несколько предложений в одном предложении. То есть она будет соединять их. Например, қар жауды да, мен қар көредім, де үйге бардым.
да, то есть қар жауды да, снег выпало, после этого мен қар күредім де, я почистил снег и потом пошел домой, үйге бардым. Даде, тате, это как можно сказать потом, после этого. То есть можно соединять разные предложения с помощью вот простой вот такой простого соединителя. Следующее у нас идет ган дыктан, ген дыктен, хан дыктан, кен дыктен. Что это означает? Это означает так как, вот, из-за того что, или так как, вот так, я вот так сделал. Например, қар жауғандықтан үйде отырмын. Так как выпал снег, я сижу дома. Үйде, дома, отырмын, сижу. Қар жауғандықтан, так как, ғандықтан, это так как, қар жауу, это снег, идти снег. Так как пошел снег, үйде отырмын, я сижу дома. Вот. Так, и в целом последний у нас үшін. Үшін это ради того, чтобы. Или для того, чтобы. Да? Например, она тоже идет после глагола. Қар жауу үшін. Чтобы пошел снег. Например, мен... Нет, давайте другое предложение. Футбол ойнау үшін, чтобы сыграть в футбол, алаңды тазарту керек. Нужно почистить поле, да? Чтобы, ну, футбольное поле имеется в виду. Қар жау, футбол ойнау үшін, футбол, ойнау играть. И үшін, чтобы, да? Футбол ойнау үшін, чтобы сыграть в футбол, алаңды тазарту керек. Нужно почистить поле. Тазарту. Почистить керек. Нужно поле, алаң. Вот. В целом все. Вот.